Представляем новости Академии наук Республики Саха-Якутия. На прошедших неделях октября состоялись 3 объединенных ученых совета Академии наук Республики Саха-Якутия по медико-биологическим, сельскохозяйственным, гуманитарным, физико-техническим и наукам о Земле. Одним из важных пунктов повестки всех ученых советов стал вопрос о выдвижении кандидатуры на должность президента Академии наук Республики Саха-Якутия. На всех ученых советах была выдвинута кандидатура члена-корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук Леонида Николаевича Владимирова. Тайное голосование по данной кандидатуре подтвердило на указанных советах его выдвижение в качестве кандидата на пост президента Национальной академии наук. Прошу Геннадия Владимировича представить данную кандидатуру. То есть быть членом-корреспондентом Российской академии наук. И на сегодня, значит, вы знаете ситуацию, когда у нас 3, так сказать, действующих членкора имеют возраст соответствующий, достаточно молодой возраст для того, чтобы строить какие-то планы. Это Фридовский Валерий Юрьевич, это Железняк Михаил Николаевич и Владимиров Леонид Николаевич. Все присутствующих сколько у нас? И у нас 2 на онлайн. 14 и 16. В течение недели проходили различные рабочие встречи и совещания. Наши ребята помогали. Это же не так просто. В то время было. Да. Сейчас это чуть, наверное, легче стало. А в то время и так просто было. А зато сейчас содержание надо дать. Раньше содержание давали хорошо, потому что у нас были и деньги, были, и лаборатории работали. Время такое было. Публикации давали. А сейчас у нас наш журнал, Академия наук, на Т1 уже по рейтингу попал. Это лучший рейтинг журналов России. Академия наук Республики Саха-Якутия получила первый охраняемый результат интеллектуальной деятельности, созданной в рамках 2-го этапа комплексных научных исследований по теме разработка научно обоснованных медико-биологических технологий по предупреждению распространения туберкулезной инфекции. Исполнителем темы является научно-производственный центр фтизиатрия имени Андреева. База данных создана для хранения, изучения и статистического анализа молекулярно-генетических особенностей 505 пациентов с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания. База данных предназначена для научного и практического применения во фтизиатрии, клинической фармакологии и генетике.